Позади остались те времена, когда девочек с самого раннего возраста приучали к тому, что им придется заниматься лишь домашним хозяйством, а карьера – прерогатива для мужчин. Теперь же девочки стремятся реализовать себя во всех сферах деятельности, будь то медицина, предпринимательство или наука. Помочь им в этом смогли занятия, которые были проведены в рамках специального проекта. Обучилась новому, нашла новые увлечения для себя. И год назад нас выбрали, благодаря нашей школе, также тестированию. Выбрали самых активных. Здесь мы готовились к ОРТ. У меня вначале было 153 балла, и на последнем тесте я набрала 180 баллов. Помимо школьников, более 3000 женщин прошли обучение по различным специальностям. Своим опытом с ними поделились те, кто добился больших успехов в той или иной отрасли. На повестке дня образования, на повестке развития Кыргызстана должна быть место по развитию интеллектуальных ресурсов, либо Всемирный экономический форум отметил о том, что к 30 году 57 профессий исчезает. У нас должно быть конкурентоспособные женщины. В мероприятии, на которое были приглашены самые успешные участники проекта «Девочки в науке», в формате видеоконференц-связи приняли участие зампред Кабмина Джилдыз Бакашева и экс-президент Роза Отунбаева. Они подчеркнули, что государство должно поддерживать проекты, которые мотивируют молодежь. Кроме того, участники отметили, для того, чтобы ребенок мог получать необходимые знания и развиваться, нужно помочь матерям создать необходимые для этого условия. Будущее каждого ребенка зависит от взрослых. Детям нужно давать правильное воспитание. Чем больше с самого детского сада ребенку будут прививать знания, навыки, тем легче ему будет построить свое будущее дальше. Проект «Девочки в науке» работает в нашей стране около года. Его цель – дать молодежи необходимые знания в сфере IT-технологий, точных наук и обучить профессиям, которые востребованы на рынке труда сегодня. Елена Ткаченко, Нуркамиль Асанов, Ала-То 24.